Добрый вечер. Я рада приветствовать всех пришедших на лекцию в лектории Музея современного искусства «Заман». Представлю Бориса. Сегодня второй день из лекций Бориса. И тему лекций Борис назовет сам. Да, и, собственно, художник в эпоху искусственного интеллекта. Хочу представить Бориса Орехова. Борис – кандидат филологических наук, преподает в Высшей школе экономики в Москве, работает научным сотрудником в Институте русской литературы Российской академии наук. Да, спасибо вам большое, и начнем. Вам слово. Спасибо. Большое спасибо, что меня позвали. Да, Высшая школа экономики – это в Москве, а Институт русской литературы – это в Санкт-Петербурге. Так что такая распределенная система получается. Действительно, с темой лекции просто, она написана на слайде, но кроме того, что это про художника, есть еще и подзаголовок про технику, идеи и аудиторию. Вот что у нас важного в искусственном интеллекте. Искусственный интеллект – это такая штука не очень понятная. В свое время, очень давно, это слово придумали в одном из университетов Лиги Плюща в Америке, в таком небольшом сравнительном университете недалеко от Бостона. И с тех пор, несколько десятилетий, в общем, не было до конца понятно, что это такое. Но в последние примерно лет 10 с этим как-то более-менее определились. Оказалось, что искусственный интеллект – это более-менее такие системы, которые имеют внутри концепцию нейронных сетей, искусственных нейронных сетей. Потому что бывают еще естественные нейронные сети, которые у нас которые служат некоторой материальной базой нашей нервной системы. А вот нейросети, которые внутри компьютера, это некоторая метафора, которая продолжает концепцию, так сказать, естественного устройства нашего мозга. И в основном, вот я буду говорить именно про это. В самом деле, вот у меня 2 выступления было в этот раз, то есть был вчера некоторый разговор, который исключал историю про нейросети, а сегодня будет только про них. И, ну вот, я немножко про это расскажу, что это такое. Эта картинка ничего не значит. Это просто картинка для привлечения внимания. Это такая иллюстрация самой метафоры, что компьютерная техника пытается воспроизвести мозг, пытается как-то пойти по следам человека. Вообще есть такое понятие бионика. Это когда инженеры берут что-то, существующее в природе, и пытаются воспроизвести эту концепцию, ну то есть превратить это сначала в концепцию, а потом воспроизвести в металле, в пластике или в чем-то еще, то есть воспроизвести некоторый природный объект. Ну вот это все-таки не до конца точная метафора, но в некоторой степени в самом деле нейронные сети, которые живут внутри человеческого мозга, и нейронные сети компьютерные похожи между собой. Вот как они устроены. Наша нервная система состоит из вот таких вот нейронных клеток, нейронов. Да? У них есть какие-то... Да, и взаимодействие между ними происходит электрохимическим образом, то есть там посылаются электрические сигналы от одной клетки к другой, ну и вот в некоторых случаях этот сигнал блокируется, в некоторых случаях он специально передается дальше, и вот на этом основано все. Казалось бы, такая простая система, просто клетки передают между собой электричество, можно сказать, включают и выключают такой тумблер электрический, но вот то, что нам позволяет думать, чувствовать, и все прочее, все это вот некоторый результат очень сложного взаимодействия миллиардов клеток. И в какой-то момент выяснилось, что внутри компьютера можно что-то такое похожее создать. Конечно, не точную копию, и количество таких клеток, условно клеток, да, нейронов, будет на порядке меньше, но идея во многом похожая. Если
вот эти нейронные клетки в нашем мозге связываются между собой разными очень способами. То есть клетка где-нибудь на одном конце мозга может быть напрямую связана с клеткой в совершенно другом конце этого самого мозга, то нейронные сети внутри компьютера устроены немножко проще. Они устроены как слои. То есть один слой клетка может быть, ну не клеток, а вот таких вот заменителей нейронов, да, будет связан с другим слоем. А слои чего? О чем речь? Речь идет о математических функциях, довольно простых. И они связываются между собой. Вот нейрон, естественно, изображен в той части слайда в левом верхнем углу. У него есть какое-то там тело, да, есть какие-то вот выходящие наружу эти самые штуковины, да, значит, синапсы, на которые принимается сигнал или из которых сходит сигнал и так далее. А вот то, что соответствует этому нейрону, этой клетке внутри компьютера. Это просто функция. Если вот вы помните всякие школьные курсы математики, то там тоже такие были всякие функции типа f от x. И туда тоже поступают какие-то сигналы в виде некоторых числовых значений, и дальше эта функция вычисляет и решает, это значение пойдет куда-то дальше или нет. То есть практически, ну вот метафорически действует примерно так же, как естественным образом нейрон. А дальше куда? Вот представьте, что эта функция, которая в правом верхнем углу, это f от x, является одним из этих кругляшочков на рисунке справа внизу. То есть функция решает, пойти ли этому коэффициенту, этому какому-то числовому значению в такую же функцию, но на дальше, на следующий слой. Это выглядит как-то не очень перспективно и довольно скучно, но выяснилось в какой-то момент, что такая система очень хорошо работает. Что значит работает? Это значит, что можно ее запрограммировать, принимать какие-то решения. И вообще первоначально, конечно, ни с какими художниками, ни с чем таким связанным с творчеством это все не было связано, а было это связано с чисто практическими какими-то вещами. Если куда-то ближе к нашему времени обратиться, то это практически любое решение, которое нужно принимать быстро и которое нужно принимать в таких количествах, что человеку на это не хватает. Например, определение того, какое письмо пришло вам в почтовый ящик, это спам или не спам. Вот сколько таких спам-писем валится в каждый почтовый ящик, который есть там на каком-нибудь крупном почтовом сервисе, условно говоря, Mail.ru. Представьте себе, умножьте это на количество почтовых ящиков, там их миллионы, и вот у вас получится такое, с чем люди ни в какую не смогут справиться. Нужны какие-то технические решения. И выяснилось, что такие решения очень трудно запрограммировать, то есть вывести какую-то правильную систему критериев, когда в одном случае мы видим, что это письмо спам, а в другом случае не спам. И нужны какие-то более хитрые вещи, которые, наоборот, люди, которые разрабатывали спам, которые создавали спам, они пытались обмануть уже существующие решения. И вот такая борьба брони и снаряда, которая продолжается до сих пор. И вот выяснилось, что такого рода системы, вот связанные функции между собой, очень хорошо работают и принимают решения прям как надо, почти как человек. Вот еще одна иллюстрация того же самого. Здесь как бы функция наложена на такой профиль этого самого естественного нейрона. Поэтому концепция этих самых нейронных сетей, она восходит метафорически к тому, как физиологи или нейрофизиологи понимают устройство нашего мозга. Хотя, конечно, те нейронные сети, которые создают инженеры внутри компьютеров сейчас, намного-много порядков проще. Но все равно это такая полезная штука. Вот. Когда все это началось и как, сама концепция нейронных сетей была придумана давно, ей там много десятков лет. Еще там в 50-е годы об этом думали, но как-то она не взлетала. И, в принципе, история искусственного интеллекта обычно осмысляется как такая эпоха, как такая смена эпох лета и зимы.
Лето — это когда все увлекаются, например, искусственным интеллектом, думают, вот сейчас искусственный интеллект решит нам все проблемы, сейчас мы будем жить в фантастическом далеком будущем, только нужно там еще чуть-чуть немножко что-то доразрабатывать. Потом выясняется, что вот это чуть-чуть немножко — это очень большое препятствие, и наступает зима искусственного интеллекта, когда все ученые и инженеры говорят, ну нет, на самом деле искусственный интеллект такая никчемная штука, ни на что она не способна, и про нее вообще надо забыть и заниматься чем-то полезным. Вот это, тогда наступает зима. И вот эти лето и зимы чередовали друг друга, и сейчас очевидным образом настало лето, причем очень жаркое, потому что, ну вот, вера в искусственный интеллект довольно такая сильная. Когда это началось? Когда настало нынешнее лето? Это история вот про этих котиков и этих собачек. Эта история называется ImageNet. ImageNet — это такой набор картинок, ну, в основном действительно с животными, и не только, где про каждую картинку написано, что на ней изображено. И много лет подряд с этим набором данных проводились состязания между разными коллективами, занимающимися искусственным интеллектом. Каждый коллектив пытался разработать такую штуковину, которая лучше всего понимала бы, что изображено на картинке. Там котик или собачка или что-то еще. И ну вот там были какие-то более-менее неплохие результаты, то 60% картинок распознавалось, то 70%. И в какой-то момент произошло следующее, что вот этот процент ошибок. В 2010 году, как вы видите, процент ошибок был под 30%, ну, он чуть-чуть снизился к 2011 году, а в 2012 году для как раз распознавания того, что изображено на картинках, были привлечены нейросети. До этого другие алгоритмы в этом во всем участвовали. И процент ошибок упал очень существенно, до скольки там, до почти 20, да. На следующий год он упал еще существеннее. В 2014 году он составил уже где-то там 6, да, процентов примерно, то есть 94% картинок распознавалось очень точно, что там изображено, котики или собачки. И вот 2015 год наступил, когда ученые словили хайп. Они сказали, ну вот знаете, когда люди смотрят на картинки, они ошибаются в том, что на них изображено. И могут перепутать котика и собачку, ну потому что они в самом деле бывают очень экзотическими. Так вот, люди ошибаются в 5% случаев. А в 2015 году нейросети стали ошибаться в 4,5% случаев. То есть как бы смотрели на эти картинки и понимали, что на них нарисовано лучше, чем человек. Ну, это, конечно, такая рекламная несколько акция, но вот примерно 2012 год — это как раз эпоха такого, ну, это такой май, можно сказать, 2013 год и дальше, это уже самый настоящий июнь и июль современного лета искусственного интеллекта. То есть нейронные сети показали свою эффективность, что они работают не на благо искусства какого-нибудь, конечно, и не на благо художника, а на благо конкретных инженерных решений очень хорошо. И нейронные сети — это, конечно, очень разнообразный зоопарк. То есть нельзя сказать, что вот есть какая-то одна нейронная сеть, и она прям на все случаи жизни. Нет, все гораздо сложнее. Есть множество разнообразных, как говорят ученые, архитектур, которые ну, на чем-то в большей степени специализируются, на чем-то в меньшей степени специализируются. Здесь трудно как-то это угадать, но вот, например, есть какие-нибудь рекуррентные нейронные сети, они считались хорошим средством там, в середине десятых годов для того, чтобы работать с текстами или с какими-то последовательностями, например, текстовыми, но бывают и не текстовые последовательности, например, музыка какая-нибудь. Но бывают разные другие там какие-то нейронные сети. Вот это я небольшой кусочек вырезал из такой классификации, которая даже уже не очень даже современная, потому что современные нейронные сети — это еще больший зоопарк. То есть каждый уважающий себя коллектив исследователей считает нужным разработать свою какую-то архитектуру под какие-то свои задачи. А задач таких очень много, связанных с обработкой текста, с обработкой изображений. Вот когда, например, на изображениях или там на видео в метро распознается лицо какого-нибудь человека, это тоже за этим стоит какая-то нейронная сеть. Не обязательно той архитектуры, которая здесь изображена, какая-то может быть другая.
Есть некоторая проблема, которая заключается в том, что нам не очень хорошо понятно, почему нейронные сети такие эффективные. То есть мы знаем, что они решают те задачи, которые должны, причем решают их довольно неплохо, но что происходит внутри нейронной сети, это некоторым образом не очень для человека понятная история. То есть мы можем, конечно, проследить, что происходит внутри. На вход нейронной сети, например, сверточной так называемой нейронной сети, CNN, она называется почти как соответствующий информационный телеканал, подается какое-нибудь изображение. А подается оно за тем, чтобы на выходе мы узнали, что на этом изображении такое нарисовано. Вот, например, картинка, которая слева, да, с какой-то машиной. Эта картинка разрезается на пиксели, то есть из чего состоят, собственно, электронные файлы, да, с изображением. И в каком-то виде вот каждый пиксель подается как бы на вход одной из функций этой самой нейронности, первому его слою. Вот там это изображено как раз схематически. Потом что-то происходит с этими пикселями, они как-то преобразовываются. Ну, то есть, что с ним происходит, нам понятно, но на следующем слое изображение уже не очень похоже на то, что было в начале. Вот видите, там есть такая справа от картинки с машиной какая-то непонятная штуковина, там, значит, есть квадратики, и внутри квадратиков какие-то не очень ясные линии, которые как-то в каком-то направлении смотрят, как-то пересекаются, но это то, что видит, да, в кавычках, нейронная сеть на втором слое преобразований. Потом эти самые пиксели передаются на третий слой тоже некоторым сложным образом. И в конце концов вот так выходит, что конечный слой нейронов срабатывает так, что активизируется один нейрон, который отвечает за Audi A7. И это происходит не само собой, а после некоторого обучения нейронной сети, то есть нейронную сеть, так же как, например, маленького ребенка, нужно обучить. Но, точнее сказать, нейронную сеть мы заставляем обучаться так же, как обучается маленький ребенок, потому что не обязательно мы его заставляем это делать. Например, ребенок сам постигает язык. Невозможно научить ребенка говорить на его родном языке, да? Потому что мы не можем объяснить ему, как на нем говорить, потому что он не понимает речи. Ему нужно самому выучиться. Вот примерно так же происходит с нейронной сетью. Ей подаются разные изображения, и про каждое изображение говорится, что вот это вот Audi A7, это там Mercedes какой-нибудь, это что-нибудь еще, и вот она в процессе такого просмотра материала выучивается. А внутри у нее какие-то непонятные преобразования происходят, но в конечном счете почему-то возникает правильный результат. Почему мы не знаем? Ну вот еще одно изображение такой нейронной сети. Как вы видите, нейроны, есть входные, есть выходные, и они как-то сложным образом связаны. И нейронная сеть обучается, что это значит, обучается нейронная сеть? Это значит, что вот каждой этой линии, связывающей нейроны между собой, присваиваются какие-то веса. То есть мы знаем, что там, скажем, если сигнал идет от какого-нибудь одного нейрона к этому нейрону, от того нейрона к этому нейрону, то он там имеет вес 0,5, скажем. А вот от этого нейрона к тому нейрону вес будет, скажем, 0,1. И то значение, которое поступает на нейрон, оно умножается на этот коэффициент, и дальше уже нейронная сеть смотрит, передавать этот сигнал дальше, или он должен где-то потеряться. Вот, в этом состоит, собственно, обучение нейронной сети. Это в некотором смысле метафорически, конечно, похоже на то, что происходит внутри человеческой головы. Ну и вот по поводу той же проблемы, это некоторый график, на котором есть две оси. Чем выше точка, то есть вот эта вертикальная ось, тем значит, что некоторый машинный алгоритм лучше решает какую-то проблему. Ну, например, проблему того же самого определения спам перед нами или нормальное письмо. То есть чем выше, тем лучше. А есть вторая ось, которая горизонтальная. Это значит, что чем правее точка, тем лучше мы понимаем, как алгоритм это делает, что у него происходит внутри. И нейронная сеть находится вот там наверху. Ну, она очень хорошо делает то, что она делает, но абсолютно непонятно как. Ну и вот. Еще что важно про нейронную сеть, это не случайность и это не
какое-то переставление элементов или каких-то штуковин. Да? Нейронная сеть именно обучается, и она поэтому выдает не случайный результат. То есть, когда она смотрит на материал, то в итоге получается что-то связанное с тем, что ей показывали. То есть всегда, кроме самой нейронной сети, у нас есть еще данные, то, на чем она обучается. То есть, если бы это был ребенок, то мы бы показывали бы, не знаю, какие-нибудь детские книжки, бы он их листал и что-то из них понимал бы. А нейронной сети мы тоже показываем изображения, может быть, тексты, может быть, музыку, может быть, что-то еще, может быть, те же самые письма. И в конце концов получается не случайный результат, а такой, который связан с исходными данными, которые ей показывают. И вот мы дошли до художественного, собственно, модуса. Что получается, если мы работаем с нейронными сетями? Во-первых, когда на изображении что-то ищется, то есть одно из направлений работы нейронных сетей в том, что они пытаются распознать на изображении чего-то. Но то, с чего началось все, то же самое ImageNet, про которое я говорил в 2012 году, то, что сработало. Вот, например, если мы попытаемся сделать так. Берем какое-нибудь изображение, на котором принципиально нет никаких собак, никаких животных, вообще ничего. Но при этом заставим нейронную сеть, которая умеет только видеть животных на картинке, их там распознавать. Что получится? Задались таким вопросом инженеры Гугла. И у них вот получилась такая история. Значит, может быть, вы узнаете, что за картинка лежит, кстати, на дальнем фоне, на некотором бэкграунде здесь. Это некоторый кадр из фильма «Безумный Макс». Но это кадр не в исходном своем виде, а он дорисован нейронной сетью, которая пыталась распознать на этой картинке то, чего там нет, но то, что она только и умеет видеть на картинках. Ну там, например, какая-нибудь вот там собачка сидит слева от гитариста внизу. Да, там какие-то то ли буддийские пагоды, то ли что-то еще появляются вдруг в пустыне. Вот. И получается, что через изображение проступают какие-то вот эти самые непонятные вещи. Когда это, видимо, в виде такого фана, в достаточной степени инженеры Google увидели, они поняли, что, по крайней мере для них, в этом был какой-то художественный потенциал. На самом деле он не очень большой все-таки. Но подумали, что он есть, и дали этому название. Название этому инцепционизм. Вот от такого inception, да, слова, которое называется, собственно, фильм Кристофера Нолана. То есть там не начало, а на самом деле inception, то есть внедрение некоторое, как метафора, которая лежит за этим словом. И вот так все дальше и началось. То есть, когда был распознан какой-то потенциал художественный в этой технологии, точнее в этом комплексе технологий, потому что их тут много, началась какая-то движуха. Первое, что произошло, это то, что инженеры открыли перенос стиля в изображениях. Что это такое? Это когда у нас есть некоторое произвольное изображение, есть изображение, которое является источником стиля. И оказалось, что мы довольно неплохо можем научить нейронную сеть отделять стиль от контента. То есть контент, то, что нарисовано, и есть стиль, то, как это нарисовано. А значит, что мы можем этот стиль как бы снять, как отдельный слой, и перенести его на другое изображение, произвольное, которое вообще выглядит не так. Вот в данном случае источник стиля — это Miro слева внизу, произвольное изображение, на которое мы можем этот стиль перенести слева вверху, такой котик, и вот результат. Как будто в самом деле некоторый художник, в данном случае Miro, его и в таком виде нарисовал. И это давнишняя довольно история, она уже как-то дисциплинаризировалась, она появилась в виде приложений, которыми можно воспользоваться, скажем, в смартфонах и так далее. Но все знают про Ван Гога, естественно. В данном случае они
местами поменен, то есть источник стиля вот Ван Гог сверху, а не изображение снизу. Но и в самом деле это получилось хорошо. Оказалось, что с изображениями это гораздо проще, чем с текстами. Вот текстовые стили переносить так до сих пор и не научились, хотя прошло уже довольно много лет. То есть вот этим экспериментом с переносом стиля, ну, дай бог, лет 7, может быть даже больше, а со стилем текста вот до сих пор не получается. Оказалось, что контент и стиль в текстах разграничить не так-то просто. То есть понять, где вот этот стиль живет в текстах, сложнее, а с изображениями проще и с музыкой проще. А это уже некоторая наша специфика. На самом деле я забыл, что за башкирские художники здесь имеются в виду, и, к сожалению, их имена я не помню, но это башкирские художники. Можно даже узнать национальный костюм, который слева изображен. Да? Вот, то есть источник стиля, там даже написано, что это источник стиля. Это средняя картинка, картинка, с которой мы работаем как с контентом слева, и вот что получается. Ну, на самом деле, не то, чтобы особенно много чего поменялось, то есть некоторое соотношение скорее техники и цвета, но вполне вот можно с этим работать довольно простым образом. То есть это доступная технология, с которой работать просто, и каждый может этим воспользоваться вот, из современных художников, если потребуется именно такая штуковина. Вторая история, которая произошла, это генерация картинок. Оказалось, что нейронные сети можно научить на какой-то обучающей выборке, и они начнут сами что-нибудь порождать. Самая главная задача, которая почему-то стояла перед инженерами, это научить создавать лица. Оказалось, что это довольно сложная история, вот, но в то же время нет проблем с тем, чтобы набрать побольше каких-то обучающих данных, чтобы набрать того, на чем нейросети могли бы научиться эти самые лица порождать. Вот это вот лица людей, которые никогда не существовали. Их никогда не было. Это некоторые усреднения. Но в то же время, может быть, вы заметите, что это лица тоже не вполне, так сказать, обычные. Это лица таких людей, которые напоминают селебрити. Что это как будто актеры какие-то, может быть, музыканты или что-то, потому что вот их фотографий больше всего. Ну вот они таким образом как бы устроены, эти лица, да, то есть у них есть какая-то модельная стрижка или что-то. В общем, нейросети этому научились несколько лет назад довольно неплохо, и ну вот настолько, что нам даже трудно как-то распознать, а где же лицо просто сфотографированного настоящего человека, а где сгенерированное. Немножко проще оказалось с этим на видео. То есть сейчас нейросети генерируют и видео, где вот эти люди двигаются. Но там проще. Оказалось, что такие нейролица не моргают, например. Вот этого они не умеют. И так их как-то можно отличить друг от друга. А вот если это просто фотография, то вот не поймешь, может это какой-то баскетболист. Вот мне трудно сказать. А может актер, которого я не знаю. Поэтому так сразу и не скажешь. Но не только лиц, конечно. Можно заставить нейросети, например, генерировать и изображения произвольные. Особенно это явно будет, если подавать им на вход, то есть обучать такие нейросети не на чем-то одинаковом, типа лица, а на чем-то разнообразном, где вот на одной картинке изображена абстракция, на другой картинке пейзаж, на третьей картинке что-то еще, и результат будет вот примерно таким. Там слева, если видите, есть разные слова. Одно слово – это gun, а дальше за ним некоторый интернет-адрес, по которому вот есть непосредственно программное обеспечение, которое при определенном остроумии можно использовать и генерировать с его помощью какие-то изображения. Вот именно в такой стилистике. Что такое GAN? Это вот особенная такая архитектура нейронных сетей, которая называется генеративно-состязательные сети. Это значит, что нейронных сетей две, и они пытаются обмануть друг друга. Точнее, одна пытается обмануть другую, а другая является таким арбитром и решает, насколько хорошо ее обманули. А смысл вот той, которая пытается обмануть, первой нейронной сети, в том, чтобы создать картинку максимально похожую на то, на чем такая нейронная сеть обучается.
И, ну, вот это некоторые такие абстракции, да, абстрактное искусство. Если попытаться научить нейронную сеть на классических портретах, ну, разных, и живописных, и, по всей видимости, фотографических, то это не сразу получилось, как вы видите. Это вот где-то эксперимент 2017 года примерно, то есть 5 лет назад прошло. Ну, вот какие-то черты портретного, например, да, стиля, они здесь присутствуют. Вот, например, портрет в центре вверху, он такой, ну, вот вполне себе напоминающий чем-то отдельно, да, но отдельные все-таки здесь не доучилась явная сеть, да, какие-то черты здесь расплываются. Но, может быть, это и не всегда плохо, да, что она не доучилась, потому что это некоторая такая тоже своя особенная художественная стилистика в итоге получается. Вот это один из лучших тоже примеров. Графиня де Балами 2017 года. В итоге эта сгенерированная картина была напечатана, помещена в раму и выставлена где-то там. Я не помню, почему ее зовут графиня де Балами, потому что, естественно, никакой графини, и тем более де Балами не было. Кто придумал это название, почему, не знаю, но вот есть такой пример такого изображения. Это тоже некоторое усреднение, да, вот того стиля, который стоит за портретной живописью определенного периода, и нейронная сеть пыталась, обучаясь, ну вот, нащупать основные черты этого стиля. А это то, что ближе к нам. Это называется нейросия. Это тоже усреднение. Усреднение уже не портретов, спасибо, а фоток разных российских захолустий, Хрущеб и тому подобного. Ну вот они все примерно такие. И если смотреть издалека и прищурившись, и не очень, так сказать, вглядываясь в детали, то может показаться, что это просто фотография. Но чуть-чуть присмотревшись, мы увидим, что она тоже какая-то такая нечеткая, там что-то такое под неправильными углами. Может быть, даже покажется, что это какое-то изображение, снятое фотографическим образом, но через такое влажное стекло, мокрое стекло, которое действительно вот заставляет изображение немножко расплываться. Но нет, это на самом деле сгенерированная картинка с помощью той же самой технологии генеративно-состязательных сетей. И, кажется, есть такой паблик ВКонтакте, где можно еще много разных других изображений этой самой нейросети посмотреть. Что есть еще у нейросетевых инженеров для художников? Тема, которая тоже много кого интересовала, и вот она уже вполне доступная и довольно неплохо работает по современным меркам, это технология text-to-image. То есть, когда мы берем некоторый текст, даем его на вход нейронной сети, а получаем в итоге картинку, которая с этим текстом связана, которая как бы иллюстрирует этот текст. Откуда такая технология появилась? Ну, очень просто. Нам нужна какая-то определенная архитектура нейронной сети, которая, обучаясь, точнее, которая, когда будет обучаться, должна смотреть сразу на какой-то текст и связанное с ним изображение. Оказывается, что это вполне доступные данные. Откуда они возьмутся? Они берутся из интернета. В интернете много картинок. И эти картинки подписаны. Там к ним есть подписи. Так устроены сайты. Ну, конечно, не все картинки в интернете подписаны, это понятно, но подписанных там очень много, особенно на английском языке, на сайтах англоязычных. И вот если скачать весь интернет, получится у нас там миллиарды картинок и миллиарды подписей к ним. Это очень хорошо для нейросетей. Для нейросетей чем больше данных, чем больше картинок и чем больше текста, тем лучше они таким образом будут понимать, как эти вещи связаны между собой. И вот, если у вас есть десятки тысяч долларов для того, чтобы арендовать какие-нибудь высокопроизводительные вычислительные кластеры, на которых вы можете с этими данными поработать, то у вас получится в итоге модель обученной нейронной сети. И она будет выдавать результат. Таких моделей уже несколько есть. Самые популярные называются CLIP и DALL-E. Но они как-то даже расшифровываются, но смысл их именно в этом – text to image. На самом деле, это не единственное, зачем они нужны, они умеют и разное другое. Например, то тоже лучше как-то распознавать изображения на картинке и прочее. Но вот в художественном контексте, конечно, самое интересное, что у них есть, это они могут порождать картинки по тексту, который мы им даем. Модели
DALL-E доступны даже в виде веб-интерфейса, с ними можно экспериментировать, но у них есть особенность, они, конечно, обучены на английском языке. То есть, если мы хотим что-то изобразить, что нам интересно, нам сначала нужно это на английский перевести. И что тут у нас есть? Космический корабль в древней рукописи. Ну, так довольно похоже, да. А если нам придет в голову, например, соединить какие-то имиджи не очень соединимые, у нас получится, например, Анна Каренина и Гэндальф. Как они могут выглядеть? Ну, на самом деле, довольно неплохо, мне кажется, получается. В самом деле, вот тут где-то на балу Гэндальф, там Анна Каренина что-то смотрит, вот чем-то они озабочены. Саурон в «Матрице». Как это выглядит? Ну, так тоже вполне узнаваемо в самом деле. Вот темный властелин переместился в электронный мир и стал частью вот этого бегущего кода. Или, например, что будет, если Гарри Поттера перенести в криминальное чтиво, в мир Тарантино? Но мы видим, что в самом деле он туда неплохо вписывается. Другое дело, что, конечно, если присмотреться, Гарри Поттера будет такой немножко из фильма ужасов. Почему? Потому что это маленькая модель, она здесь не доучена, но она зато выложена в свободный доступ, с ней можно работать. Обычно вот такие компании, они создают как бы несколько градаций таких моделей. Маленькую, побольше и самую большую. Маленькую они выкладывают в свободный доступ, что это такая как бы trial-версия, да? С ней можно экспериментировать любым людям, чтобы они там как-то для себя это поняли, как это работает. А большую модель они используют для коммерческого какого-то, для продажи, да, и на этом заработаем. Еще пара примеров. Писатель Набоков в комиксах Marvel. Если вы знаете, как выглядит Набоков, то обратите внимание, что нейросеть довольно неплохо тоже это знает. И вообще-то воспроизвела черты его лица очень правдоподобно. И стилистика комиксов Marvel тоже воспроизведена. Вот как это ей так удалось. Но вот она сумела нащупать какие-то генерализующие моменты, и стилистика здесь вот была отражена. Вермеер рисует Льва Толстого. Ну, в самом деле, вот тут только на последних вариантах почему-то нет никакого Толстого, хотя есть Вермеер, да, а вот там в таких привычных цветах для Вермеера в самом деле Толстой что-то стоит над каким-то столом, здесь он с какой-то книгой работает, в общем, а тут просто сидит. Это такие фотки, кажется, Толстого в самом деле очень, ну, то есть реально существующие, про которые попали в обучающую выборку нейросети, но здесь они колоризованы вот в стилистике вполне себе вермееровской. Льюис Кэрролл становится астронавтом. Это не очень очевидно где, но вот там на первом варианте очень хорошо видно, что Льюис Кэрролл сидит рядом со шлемом для хождения по Луне. Вот. Но это реальная фотка Льюиса Кэрролла, но здесь к ней еще добавился зачем-то шлем астронавта. Ну вот он таким образом становится астронавтом, то есть идея сама по себе, в общем, воплощена оказалась в этом месте. Лев Толстой и доктор Стрэндж, например, вот они там вдвоем в виде супергероев вполне себе существуют. Тургенев, Дон Корлеоне. В самом деле глава Тургенева, а все остальное от Вита Корлеоне. Или, например, Шерлок Холмс встречает The Beatles. Вот такая вот картинка. То есть это вот хороший способ создать такой эскиз какой-то необычной идеи, как это может быть воплощено в графике. Конечно, это как какой-то конечный результат не работает, но как эскиз может быть вполне интересным. Это все было на английском языке, но у нас есть такая компания, которая называется Сбер, она не банк, напоминаю, просто Сбер. Они пытались сделать такую же штуку для русского языка, то есть взять картинки с подписями только на русском языке, обучить на них модель, и чтобы это также работало, как у компании Google и OpenAI, которые представили нейросеть, о которых я говорил раньше. Но, к сожалению, получилось у них не очень, потому что выяснилось, что много картинок на русском языке — это просто слайды презентаций. И когда у них, например, спрашивают что-нибудь необычное, например, сон вещества, то получается вот такое. Это явно какой-то слайд презентации, и неясно, как вот нейросети от Сбера генерализировать это, что такое сон вещества, совершенно разные слова, как их соединить вместе, поэтому она вытаскивает вот слайд презентации, видимо, где есть какие-то похожие слова или что-то. Или обеспредметившаяся предметность тоже, как вот с этим быть. Ну вот так решается модель от Сбера и рисует нам слайд презентации, на которой что-то написано на неизвестном нам языке. Ну, конечно, специалисты Сбера вам не это покажут, а вот это.
В них все получается хорошо, они вместо беспредметившихся предметностей или просто каких-то непонятных сочетаний слов рисуют интерьеры. И вот светлые, и говорят, что по запросу светлая спальня с большой кроватью, с большими зелеными пальмами по периметру, вот на русском языке по такому запросу получаются вот такие картинки, которые, конечно, несравненно лучше того, что мы видели на предыдущем слайде. Это значит, что эта модель работает, но не во всех случаях, а только в таких, которые отражают некоторую очень стандартизованную линию размышлений на эту тему. Ну и вот эксперименты в этом направлении продолжаются. То, о чем я говорил до сих пор, это свободные, открытые модели нейросетей, а вот Stable Diffusion — это некоторое новое поколение нейросети, которое еще больше, обучена еще на большем количестве данных, и она вот прям совсем хорошо рисует, но она не открытая. И поэтому то, что я вам сегодня покажу, это некоторые утечки таких специальных тестеров, которые с этой нейросетью работают, и у них получаются какие-то результаты, но не каждый может с этим поработать, только тот, кто вошел в специальную команду. Вот Лев Толстой «Хакер», например. Если вы обратите внимание, это нарисовано гораздо лучше, чем вот те варианты, которые мы видели до сих пор. Ну и в самом деле вот какой-то ноутбук там перед Львом Толстым. Россия в 3000 году. Тоже гораздо лучше прорисованная картинка. А вот это Александр Блок становится роботом. Я не уверен, что это хорошее изображение именно Александра Блока, честно говоря, но вроде бы какие-то черты лица совпадают, а вот там наверху вроде даже немножко похоже на то, чтобы буквы, на то, чтобы складываться в слово «блок» или что-то такое. Но мне, честно сказать, немножко жалко здесь робота Александр Блок, и кажется, что вот эта ручка слева — это как ручка мясорубки, что если ее вот так провернуть, то что с этим лицом случится. Но, надо сказать, прорисован неплохо, и в такой немножко стилистике 60-х годов, как мне кажется, такая могла бы быть обложкой романа, не знаю, Стругацких или что-то в этом роде. Есть обратное направление — image to text, то есть наоборот, когда мы показываем нейросети картинку, и она выдает описание того, что там изображено. Можете вот сравнить. Слева оригинальное название картинки, «Последний луч зари вечерний». Справа та же самая картинка, которую мы показываем нейросети, и вот ее описание. Oil painting on canvas of a landscape. То есть масляная живопись на холсте, и это пейзаж. Вот оригинальные компьютерные названия, которые выдает нейросеть. Когда, например, художник специально пытается отстраниться от названия, дает ей название что-нибудь типа «фигура номер 5», и пытается никакую семантику не привнести, вот это один из возможных способов как раз любую субъективность называния исключить нейминга. То есть мы покажем картинку нейросети, и она сама скажет, что там изображено, и максимально при этом отстранится от семантики, потому что здесь действительно нам ничего это не говорит. Пейзаж и пейзаж. Оригинальное название игры из игры в войну, то есть это, я так понимаю, что игра какая-то. А здесь, значит, то название, которое дала нейросеть, нарисованная группа солдат. 3 яблока, как сказать, в корзинке, фрукты в корзине, и это художественная живопись. Октябрь, нарисованный политик на красном полотнище. Вот обратите внимание, что нейросеть не говорит, что это Ленин, а говорит, что это политик. Видимо, все имена собственные были вычеркнуты, когда готовились данные для обучения, и чтобы там был не Ленин, а Ленин — это был бы политик, или любой другой человек. В общем, довольно все в самом деле правильно. И вот, что с этим можно сделать? Я расскажу про 2 практических опыта того, как это было реализовано. Один из этих опытов называется нейробашкорт. Что это такое? 3 человека, я, который здесь посередине, Тансулпан Буракаева, художница и режиссер, и Дуя Мухамединова, журналист, собрались вместе и подумали, что можно вот эти разные технологии, вот эти, о которых я рассказал, еще более мелкие какие-то, попробовать использовать для того, чтобы как-то внести специфику некоторую башкирскую в художественный процесс.
То есть, с одной стороны, чтобы это было что-то такое, связанное с искусственным интеллектом, с другой стороны, имел в себе потенциал башкирской тематики. Мы взяли много картин художников, которые работали в Башкирии. То есть это были, то есть имеется в виду, что это не случайные картины, а вот в Башкирии есть какая-то специальная своя башкирская школа живописи, и вот если их побольше собрать и показать нейросети, она на них обучится. Получилось 7000 полотен. В общем, довольно немало. То есть мы выкинули оттуда фотографии, что-то еще. С некоторого сайта, где такого рода картины были собраны, мы их скачали, и вот получилось 7000 работ. И на них обучали нейросеть. Потом специально еще выделили выборку для портретов, чтобы вот лица, а не что-нибудь такое усредненное рисовала бы нейросеть. И было еще много каких-то спин-оффов, где разные тоже технологии с, например, анимизацией изображения мы работали и так далее, но главное это была генерация картинок вот по типу тех, которые я чуть раньше демонстрировал. Есть вот такой вот сайт, где, да, и на котором вот релевантные ссылки собраны. То есть у нас был Инстаграм, еще в прошлом году был создан YouTube-канал, группа ВКонтакте, ТикТок, и NFT-токены даже были созданы из этих картинок. Вот. И все это не взлетело. То есть ВКонтакте там, кажется, 100 с чем-то подписчиков, в Инстаграме тоже примерно 200. В общем, короче, совершенно не массовый продукт. А NFT-токены никто не купил. Вот это правильный QR-код, по которому можно выйти как раз вот на вот эту страничку. На этой страничке собрано все релевантное, все основные ссылки, какая-то пресса, какие-то видеосюжеты на телевидении, которые этому были посвящены. В общем, вот по нему можно как раз выйти в нужное место и посмотреть, что мы в итоге собрали. Вот, например, это некоторая такая полуабстракция, полупейзаж. Это основной жанр, в котором наша нейросеть творила. То есть она собирала разные изображения и пыталась их как-то усреднить. Но как можно усреднить то, что принципиально различно? То есть слева у тебя пейзаж, справа у тебя какой-то натюрморт, еще плюс тут какой-то портрет, и все это в разных стилях, и вот так перемешано. Что будет в итоге некоторым средним арифметическим? Вот такое. Будет абстракция. А еще вот такое. Это почему так странно нарисовано? Потому что это какой-то натюрморт, с одной стороны, явно, да? То есть вот такое одно фиолетовое, потому что это, скорее всего, ваза с фиолетовыми цветами. Но поскольку в выборке одновременно много и пейзажей, то нейросеть подумала, что это вообще один жанр, и попыталась пейзаж соединить с натюрмортом, и вот получилась как бы ваза с цветами, как часть пейзажа. Есть разные видео, где тоже есть разные варианты генерирующихся картин, которые связаны в такую анимацию. Это вот на нашем YouTube-канале, который, да, мы пытались там его еще как-то озвучивать. Здесь звучат, например, стихи Рами Гарипова вот в этом ролике. Ну и вот портреты. Портреты такие тоже любопытные получились. Это скорее портрет, воспроизводящий какой-то элемент такого костюма, да, узнаваемого. Вот. Но бывали и портреты, которые явно воспроизводили какие-то черты именно национальные башкирские, при том, что на портретах, которые были в обучающей выборке, были люди разных национальностей. Конечно, там много было русских и так далее, но нейросеть как-то уловила, что надо именно башкиры воспроизводить, и воспроизводила их. Но мы этим не ограничились, то есть были не только сгенерированные картинки, но, например, были иллюстрации. То есть мы взяли там какие-то тексты, например, стихи Мустая Карима, и сделали к ним компьютерные иллюстрации. Вот это вот история про шар земной, одновременно березовый листок. Вот здесь какие-то такие тоже узнаваемые есть. Вот явно тут есть березовая кора, что-то похожее на шарик, да, земной, какие-то там элементы еще чего-то, вот, ну, такая картинка не безинтересная с такой визуальной точки зрения. Мы получили некоторую прессу, нас написал Лента.ру, некоторые
республиканские издания, но писали не очень активно, а в рампе, например, отказались писать про наши эксперименты, сказали, что, дескать, это все, у вас там не очень художники, непонятно, что такое, в общем, как-то замяли это дело. Так что в рампе не вышел материал о нейробашкорте, хотя было, наверное, интересно. Ну и вот, и все закончилось на этом, и стало понятно, что это, так сказать, не востребованное направление. То есть, может быть, кто-то посмотрел на эти работы и пошел дальше, но вот эксперимент с тогда еще хайповыми NFT-токенами был совершенно неудачным, то есть никто даже на них близко не посмотрел, не то что не стал покупать, а просто их никто не увидел в итоге, хотя вот такая страничка у нас была создана. Это первый пример того, как искусственный интеллект может, как с помощью искусственного интеллекта можно работать с некоторой художественной практикой. А вот второй эксперимент, он называется Набоков клип. Это выставка конкретная, то есть работа, сделанная для конкретной выставки. У нейробашкорта не было выставки в физическом пространстве, а были разные другие формы активности в социальных сетях. А Набоков клип, наоборот, нечто такое компьютерное, что было создано с прицелом на выход в физическое пространство. Речь идет про Набокова, это вот тоже элемент переноса стиля, только здесь стиль не вообще любой переносится, а конкретно с лицами работает здесь нейросеть. Вот такой портрет Набокова, может быть, вы его узнаете, потому что вы его уже видели в комиксах Marvel недавно. А здесь он представлен в виде такого героя мультипликации, да, в стилистике какой студии? Pixar, наверное, да, или что-то такое. У Набокова довольно интересная проза, в которой появляются странные, странные с точки зрения формальной логики образы, которые не всегда понятно, как визуализировать, потому что эти образы во многом завязаны на языке. Потому что Набоков очень любил всякие каламбуры, любил играть с языком, любил как-то трансформировать вот именно речь в какой-то образный ряд. И не всегда понятно, как это рисовать. Да, вот что такое зажмуренная душа? Если зажмурившегося человека как-то нарисовать можно попробовать, то сделать это так, чтобы это была душа, не всегда понятно, каким образом при этом идти. Да? Или тихое выражение ушей. Попробуйте представить, что это такое. В контексте набоковского пассажа это вполне имеет смысл и действительно работает как такой интересный образ. Но если попробовать пойти в обратную сторону и попытаться его визуализировать, создать иллюстрацию конкретно к этому образу, то здесь не все очевидно. А что если мы возьмем эти набоковские пассажи и предложим их иллюстрировать нейросети, то есть самый text-to-image? Что у нас получится? В этом была суть художественного эксперимента. При этом мы работали не со сберовской моделью, мы, это я и мой замечательный соавтор Любовь Анатольевна Каракуц-Бородина, специалист по творчеству Набокова, что как раз очень приятно, то есть нам повезло, и приятно, что она в прошлый раз, то есть вчера, была на моей лекции здесь же в арт-квадрате. И вот мы надергали таких цитат из Набокова, но фишка-то в чем? Набоков двуязычный писатель. Он, во-первых, писал на русском языке, во-вторых, писал оригинальные произведения на английском языке, а еще потом он сам контролировал, как русские произведения переводятся на английский. Вот специально за этим следил, поэтому мы имеем аутентичные переводы на английский язык. То есть, с одной стороны, это наш русский писатель, а с другой стороны, у нас есть хороший материал для того, чтобы работать с англоязычной нейросетью. Что получилось? Что получилось, я скажу на следующем слайде, а сначала скажу, что есть такой специальный еще рассказ, который мы с Любовью Анатольевной тоже оформили. Называется он «Призрак», и он опубликован вот там, на Горький Медиа. Это текст, который как бы является ненаписанным рассказом самого Набокова. То есть есть такая же возможность работать с текстом, я сегодня про текст почти не говорю, но нейросети умеют и писать тексты тоже, вообще-то, да, и можно их заставить писать в каком-то стиле. Не вот то, что происходит с картинками, где мы отделяем контент от стиля и на произвольный кусок текста накладываем стиль там какого-нибудь автора, например, Набокова или Гоголя или что-то, мы не имеем возможности контролировать контент, но можем заставить нейросеть писать в определенном стиле. И вот мы заставили нейросеть писать в стиле Набокова, а потом собрали разные кусочки того, что есть,
и создали из них рассказ. Он был опубликован в день рождения Набокова на портале Горький Медиа. И почему-то, да, ну вот это как раз первая фраза из этого рассказа, он называется «Призрак», и вот, его можно почитать. А это афиша выставки, которая прошла в музее Набокова в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года. Вот видно, что здесь какие-то есть фотки самого Набокова, это потому что некоторый стенд из музея, а рядом, собственно, сама выставка, которая называлась «Набоков Клип Арт». Что там на этой выставке было? Вот снизу это пассажи из самого Набокова, но они такие более широкие, чем то, что видел нейросеть. Нейросеть видела только то, что выделено красным, и пыталась это иллюстрировать. В данном случае искусство с наукой соединяются в насекомом. Как искусство и наука может соединяться в насекомых? Получалась вот такая картинка. Я ее показывал профессиональным энтомологам, которые знают про насекомых все. Они очень смеялись. Они сказали, что таких, конечно, насекомых, безусловно, не существует. Это некоторые средние из очень разных насекомых. То есть разные виды насекомых здесь соединены вместе. Нейросеть вот придумала такого нового насекомого, в котором соединяются чего-то. Соединяются и насекомые, и искусство с наукой. Ну, такая яркая картинка, почти из какого-то, наверное, учебника или что-то. Эскиз для фрески нашей судьбы. Ну вот какая-то фреска, как ее видит, причем нашей судьбы, как ее видит нейросеть. Действительно, что-то такое, штукатурка какая-то, да, такая же фактура. Пожилой актер с лицом перещупанным многими ролями. То есть как бы роль такая вот щупает лицо. Что в итоге получается? Ну, в самом деле, какое-то такое потрепанное лицо. Актерство здесь видно, здесь какие-то остатки грима, да, на нем. И здесь, конечно, явно вот при восприятии этой картинки видите, что такое кубистическое. Про это вот есть в некотором комментарии справа от картинки. Здесь уже Филонов видится, а что здесь было иллюстрировано? Ничего нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах. Вот как все скользит в глазах, изображать нейросеть. Вот так. Ну, в общем, можно признать, что да, это вполне адекватный такой ход в этом направлении. Какая-то кошмарная каша, и это вы. Это набоковский текст. Что здесь? Здесь какие-то образы из фильмов видятся, да? Что это оно, это какой-то чужой, одновременно это, значит, Бэкон, да, который переписывает Веласкеса, известные такие вещи, которые тоже отразились в массовой культуре. В общем, такая альтернация между массовой культурой и культурой высокой в этой картинке. Какая-то грубая механика памяти, пишет Набоков, вот что рисует нейросеть. И ну, здесь видится какая-то вариация на тему Дали, да, тоже какие-то распадающиеся вещи. Причем мне кажется, что если брать в целом колористику, то она тоже вполне с картины Дали, да, про постоянство памяти, или разложение постоянства памяти. То есть, ну, некоторые ассоциации, которые у нас с автором есть по этому поводу, есть вот в правой части слайда, а сама картинка слева видна. Ну и вот, действительно, все эти картинки, ну, не только те, которые я сегодня показал, но и разные другие, были вывешены в выставочном пространстве, они попали в это самое физическое пространство. Вот вы видите, что там есть сами изображения, а снизу те самые пояснения и, ну и вообще комментарий, откуда взят текст, и там был еще QR-код, который вел на конкретную страничку на сайте, на котором была в виртуальной реальности представлена эта выставка. Ну вот, это, собственно, и есть мой рассказ. На этом я тогда завершу свой спич и скажу, что вот этот QR-код ведет в целом на мой сайт, где можно посмотреть разные вещи. Там есть, в частности, моя личная страница, на которой собраны какие-то важные для меня тексты, ссылки, проекты. И заходите посмотреть, что там есть. Надеюсь, что будет интересно. Спасибо.